На сегодняшний день МиГ-31 – самый мощный авиационный комплекс перехвата. Даже американский истребитель пятого поколения F-22 уступает МиГу по многим показателям. На сегодня сами американцы сказали, что есть одна машина, которая просто противостоит F-22. Это МиГ-31. МиГ-31 обладает более мощной станцией. Во-вторых, он обладает ракетами с большим весом и с большей дальностью, чем ракеты на F-22. Скорость у него больше, чем на F-22. Динамическое поле перехвата у МиГа-31 выше. МиГ-31 – это самый универсальный перехватчик, обладающий самыми высокими способностями по перехвату цели. Это чрезвычайно грозное оружие. Умножьте это или возведите в степень, если хотите, от того, что мы можем группой работать. Мы можем обмениваться обстановкой в воздухе. И даже очень бы хотелось бы, чтобы этот самолет дальше жил, модернизировался. Потому что, вот говорят, дорого, да? Расход керосина большой, стоимость большая. Но сейчас все считают деньги. Но понимаете, если вы покупаете какую-то хорошую вещь, вы за это платите деньги. Поэтому данный самолет, если он предназначен для выполнения боевых задач, которые именно не может сделать другие самолеты, на него нужно обратить внимание, и тогда он будет жить. МиГ-25 и МиГ-31 стали для мировой авиации этапными машинами. Каждый в свое время они находились в авангарде научно-технического прогресса. Во многом это были революционные самолеты. Вне всякого сомнения, это был прорыв. Это был прорыв вот в то время, когда был создан самолет МиГ-25. Мы вышли на эти скорости и на эти высоты. Этот прорыв был очень мощный. И на этой базе мы, конечно, вот приехали уже вот на самолет МиГ-31. Скорости вроде те же там и все остальное, но мы повысили боевые возможности несравненно выше. То есть это другое качество самолетов. Все это семейство МиГ-25, МиГ-31 имеют очень высокие потенциальные характеристики. То есть это хорошая такая долговременная живучая платформа для решения задач, разных задач. Ну и, конечно, новые возможности МиГ-31, они настолько потенциально велики, что рано еще говорить о всех его возможностях. То есть машина не исчерпана, возможности ее не исчерпаны. По состоянию на 2012 год на вооружении ВВС России продолжают оставаться разведчики-бомбардировщики МиГ-25РБ. Перехватчики МиГ-25 уже сошли со сцены, уступив место более совершенным МиГ-31. Потенциал, заложенный в этот самолет, позволит ему еще долгое время защищать воздушные рубежи России.